Не 300 спартанцев, а 300 казахских батыров во главе с Бараком Батыром. По преданию, они разгромили 6000-е калмыцкое войско. Между Алтаем и Атырау – долина скорби. Кочевой казахский народ и его земли, доставшиеся от прадедов, бросались в глаза завидующим врагам. Когда народ испытывал тяжелые времена, казахи воевали с калмыками, отстаивая свои территории до последней капли крови. Один из многочисленных народных батыров – это Барак Сатыбалдыулы. Он был из младшего жуза, из 7 племен племени Табын. По преданию, калмыцкий хан Сыбан для завоевания казахских земель своему верному воину Алакобику дает 6000 воинов и отправляет на завоевание казахских земель. Абылай-хан, услышав, что к ним едут калмыцкие воины, отправляет новости командующему, состоящему из 300 воинов. Число калмыков было в 20 раз больше, чем казахских воинов. Со стороны калмыков вышел Алакоби Батыр и вызвал самого сильного казаха на поединок. Из казахов выходит Батыр Жига. Он проигрывает и погибает в этой схватке. Алакобик Батыр закричал, как дракон, и сказал: «Есть ли еще кто хочет со мной сразиться?» В этот момент из младшего жуза выходит 18-летний Барак Батыр и убивает Алакобика. После смерти калмыцкого Алакобика дух 300 воинов казахского народа поднимается, и они, согласно преданию, разгромили в сражении 6000-е калмыцкое войско. Оставшиеся в живых калмыки убежали с поля битвы. Место, где, согласно преданию, произошла эта битва – Актюбинская область, район Шубаркудука, место, известное как Калмык-Каралган. Казахи, победившие в этой битве, после совета направляются против калмыцкого войска, опасаясь, что противник может снова вернуться и напасть на казахов. В совете назначают главнокомандующим Барака Батыра. Барак Батыр, направляя свою армию против калмыков, разгромил их войско, согласно преданию, убил Сыбан-хана. Все добро, захваченное после сражения, он привозит на родину и раздает народу поровну. Эта военная кампания стала одним из известных эпизодов противостояния казахов и калмыков. Оставшуюся жизнь Батыр Барак Сатыбалдыулы воевал с посредниками русских и туркменами. Сын Барака – Асау Батыр, а его внук – Дауд Асаулы. Рождены были они батырами для народа. Барак Сатыбалдыулы Батыр покинул жизнь в 97 лет. Батыр Барак и его сын Асау похоронены в районе нынешнего села Турыш Бениусского района Мангистауской области. В 1993 году на этом месте был возведен мавзолей, а в 2010 году открыта мечеть на 500 человек. Батыр Дауд Асаулы похоронен близ города Кенерат на территории нынешнего Каракалпакстана.